Сейчас трудно сказать, откуда село Бейни получило свое название. Одни говорят Бейни Бейнарш, то есть село мертвых. Объяснение этой распространенной версии дает устные предания. Там, где теперь Бейни и Кашети, когда-то было другое село Юархачи. Жили там гамнякан, род которых отличался жестокостью. Только для набегов и ведения войны в условиях гор этот род имел 63 всадника-воина, которые выводили красивых девушек-горянок, чужой скот, в основном коней. Братья Зарах, Марсбек и Шохул из селения Фалхан решили отомстить Гамнякан за оскорбление сестры из рода Зараховых. Скрыв истинные свои намерения, они пригласили мужчину рода, устроив их в честь празднества, и отравили. Только двое мужчин рода Гамнякан остались живых. Они вместе с женщинами и детьми навсегда покинули эти места. Так и стал называться аул Бейни, село мертвых, а место, где они захоронены, Кашет. Так ли это было или нет, трудно судить. Но есть и другая версия о происхождении названия села. Бей – лук, Ми – корыто. Возможно, так и есть. Побывайте здесь весной в пору цветения, и вы увидите дух захватывающую картину. Куда ни кинь взор – цветы. Красные и белые, желтые и голубые. Ковер небывалой красоты, сотканный Всевышним и брошенный с небес под ножьем Мяртлама. И среди этой буйной растительности башни Бейни, гармонично вписанные в горы и луга. Возможно, здесь у родниковых вод стояла корыто, из которого поили скот. И бей, и ни в горском быту крайне необходимо. И сегодня в горной Ингушетии нет более удобного места для содержания скота. На солнечном южном склоне Мяртлама в изобилии трава, родниковые воды. Не только летом, но и зимой скот здесь находится на подножном корме. Бейни основной главный вар Муртабекова. Муртабекова. Оттяла Ахин Муртабекова. Бейн Ахин, я хавиля Муртабекова. Гала тохайр яргис. هل إذا غادي الكلاشي يتحول غادي يجي بخير مزبيكوي هل بس يا كيلجو يشوا أمر يا بلوغ الباس أمرني غادي أخيرا مستوي يا شوخالوي حسبي شوخالوي يا شوا أخير شوخالو ويست كيرو ترى شوخا ترى مزبيكو شوخالو تتعت اللي نوديت هوا عمارو تأخ تو قلت قلت ويا واخا كيلجو ورابس أجي بسلدني يا كيلجو غالي ويجي رابس بسلدني يا غاد أجي تتع غالي يا استنى ذا كلاس يرش لام يا تسخ يرش لام يا تتع غالي يوه يا يشغال حزين بعد جورجيا دي وهذا كهاتي دي هاتي اشتيالجيس ايش حتي اشتيالجيس اشتياك يرجي اشتيالج يرج غالا جاسترش حوق والله قايا وغالا مياس بايوي باشني واو يا اخي واو يأذ أذ بقولت بايوي يأذ يرج حوق ناها باغي هما يرج الكمبيش خمي بايوي غالاش نقع مايات أجل قضاء يرزياخ شوا بيت يجي قال يا ترجم يا ترجم يا يقال شيء قوم مايات باوي هيا جت هيا هديك ديت ما كياز على ذيك بيرس وتا خطي وديس لجاري شوا يرحو ثاني توعد هذا الشغل وز بياخ نخ ترجع حتى باش دادا خاتش وزداخ كتشا ديت طبعا بعض ديت شبيه مرزبيكو تاع اوز ديت فوند جيولوجي شغالو فوند جيولوجي ومتت مستوي ديت بلج بتيا اوزاخ سقوات تاع اوزاخ بلج مرزبيكو شغالو وش اوزاخ واخر غير هالقصة بزلدي صفا وياها ولا اوز واحد واخر اوز لا كل ديت فوقي أخا كل فوقي
أخذت يرمو على جاخ شغالو يا مرزبيكو يا يرمو على زايا يا Отсюда рукой подать до вершины столовой горы Мятлома, где находятся величественные храмы святилища Мят-Сил, Мятр-Дел, Сусон-Дел, многие другие, в их числе и Бейни-Сил. Здесь на лугу проходили общенациональные праздники, на которые приглашались и представители других народов Кавказа. Горные грузинские племена и ингуши проводили совместные моления. Первые при грузинских, вторые при ингушских культовых сооружениях. Старожилы помнят эти народные торжества. Идрис Базоркин в романе «8 веков» так описывает осенние праздники в честь Божьей Ликой Тушоли и Мят-Сил. Когда со всеми работами было покончено, когда обмолоченное зерно сыпали в амбары, а побуревшие луга покрылись бесчисленными копнами, Эльмурза, верховный жрец, объявил праздник на первое воскресенье Сей-Ахагот, месяц, когда кричал олень. К нему с радостью начали готовиться все. Женщины пекли божельки, треугольные хлебцы культового назначения. Последнюю пятницу месяца жрец Эльмурза поднялся к Элгыцу, бога Ерды, чтобы обновить Цу, священный флаг. Был обычай после народного бедствия делать новое древко. Когда новый Цу был готов, Эльмурза сказал людям, чтобы завтра, к полудню, сюда собрались все девушки и парни, желающие принять участие в торжественном шествии. В этот вечер праздничное оживление охватило все ближайшие аулы и хутора. После тяжкого труда и волнений за новый урожай всем хотелось повеселиться, отдохнуть, забыть невзгоды. К середине следующего дня под деревьями священной рощи вокруг Элгыца-Ялты не было места от множества людей. Девушки собирались на окраине своих аулов и группами шли сюда с песней «Солнцу» Елой. Пожилые мужчины и женщины грузили на осликов корзины еды, бурдюки, войлоки и щали для ночевки и, прихватив детей, отправлялись на гору, подгоняя жертвенных козлят. К вечеру процессия дошла до первых пещер, где обычно ночевали, и оттуда на заре поднимались на вершину горы и начинали моление. В 1829 году Башир Далгат, посетивший горную Ингушетию, записал текст молитвы, с которой обращались к богу Диала. Молитву эту на ингушском языке пропел ему бывший жрец при святилище Мят-Сил Ганиш Абиевич Келигов-Фалханов. «О, высокочтимый Диала, свое хорошее дай нам, как тобою возлюбленным и людьми уважаемым князьям и горным ханам, в ответ на их молитву и прославление твоего имени ты даешь свою милость, так и нам дай ее. Диала, пусть гость наш будет мирным, пусть хозяин у нас живет благополучно. Во имя гостя и его хозяина дай нам жечь чистый огонь. Пусть пиршественное блюдо будет у нас благодатным. Даруй нам чистое потомство, которое бы содержало очажный огонь в чистоте для хозяина и гостя. Диала, своей пулею порази все неправедные и все несчастья, которые кружат над нашим домом, над нашим селом. Сила, порази их молнией, ударь саблею, прострели своим ружьем и избавь нас от них. Да не войдет в наш дом, и да не будет пребывать в нем гость, который бы нашу пищу превращал в яд, а наши напитки обращал в желчь. Диала, мы прислужники твои, мы стоим за тобою, как телок за маткой, как ягненок за овцою. Власть свою чрезмерно проявляя, нас без внимания не оставь ты. Дай нам благодать, подобно тому, как мать кормит своих любимых детей. Приласкай нас так, как отец ласкает любимых сыновей. Если что мы сделаем не так, поправь нас. Укрепи в нас в жизни то, что мы правильно делаем. Великий наш Диала, что пасем мы на земле, умножь у нас. Что сеем мы в земле, пусть будет плодородным. Дай нам хозяйствовать на этой земле. Путнику дай доброго пути, хозяйствующему во дворе даруй благодать. Золотой Мят сила, свою благодать дай нам. Соседствующий с ним Бейни сила, свой достаток дай нам. Божья Ликая Тушол, свое хорошее дай нам. Ведь от тебя, говорят, идет размножение всего живого, и все живое ты кормишь. Божья Ликая Тушол, и приплоды и пастбищ дай нам много и более дай. Скорым шагом своим пойдя,
к отцу своему явись, и от него, дялы, умелыми речами проси для нас, Божий ликает ушел, пойди к своим братьям, цуныш, и у них тоже проси для нас. Жертву прими от нас, желанием, и воздай нам с радостью, о всемогущий Дяла. Сегодня, как и многие горные аулы Ингушетии, Бейни пуст. После возвращения из ссылки 1944 года жители согнали с насиженных мест в начале 60-х годов. Ликвидация нерентабельных аулов, коллективизация, укрупнение – это тоже издержки эпохи строительства коммунизма. Рушатся башни Бейни. Невостребованной остается древняя культура ингушей. Изредка вспоминают потомки некогда здесь живших о своих родовых аулах. Но зачастую недосуг посетить их, сложить камни разрушающихся башен, построить ограду. Торопит нас век скоростей. Спешим мы. Куда?